Меня зовут Наталья Петровна Капитонова. Я заведующая Николаев-центром. А Николаев-центр – это библиотека, архив, музей первого президента Республики Саха-Якутия Ясак Тёмцев. Поэтому Николай Андреевич Барамыгин – это известный блогер. Он в свое время в 90-х годах, значит, представлял нашу республику в Японии, поэтому он вживую имеет дело вот строительства новой Якутии, когда наша Якутия выходила на более широкий уровень, на международные связи, поэтому он, ну, в этом деле, ну, очень близкий человек, да, 90-е годы, это его самый рассвет молодого и его действия, да, такого, скажем так, да. Что касается сегодняшнего положения Николая Андреевича Барамыгина, он является референтом первого президента Республики Саха. Совершенно недавно, в августе месяце, он в сентябре месяце назначили его референтом Михаила Ефимовича Николаева. Так что он наш такой блогер, и привлекая, понимая, что нынешнее время вот такое вот, да, через социальные сети, через выставление постов вот так вот идет, поэтому наш Николай Барамыгин является вот таким человеком-проводником. Так что Николай Андреевич, ну, сегодня вот пытается стать модератором нашего сегодняшнего собрания. И я, значит, ну, сейчас уже 14:07, да, он подключится, я надеюсь, да. Мы, ну, начнем, наверное, или как, или его подождем. Или лучше уж подождать, потому что это его вот такая инициатива большая, да, ну и с помощью, конечно же, сотрудников библиотеки или же Николаев-центра. Вот так вот, первого президента. Так. А можно мы вопрос зададим? Пожалуйста. Вот, можно вам вопрос, да? Вот у нас студенты, бакалавры, ну, будущие бакалавры, будущие магистры, они пишут у нас выпускные работы, выпускные квалификационные работы и диссертации. И нередко темы касаются, конечно, вот этого периода и вообще жизнедеятельности вот таких людей, например, как Михаил Ефимович Николаев. Да? То есть эта тема, она всегда очень востребована. Вот у меня вопрос к вам, да, как к сотруднику вот, Николаев-центра. Как получить доступ вот к вашим материалам, что у вас есть, можно ли? Потому что хотелось бы, чтобы это вот и в научных исследованиях тоже, так сказать, было вовлечены вот материалы Николаев-центра. Как? Скажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. И, ну, в первую очередь я скажу таким образом, что то, что вот задается такой вопрос, и это есть, показывает актуальность, востребованность нашего Николаев-центра, да, а то, что мы не открыты широкому доступу, да, значит, ну, это технические проблемы или же то, что мы не можем собраться и выйти вам на связь, да, поэтому вот сегодня, скажем так, урок государственности для студентов из материалов Николаев-центра является первым, но ощутимым таким шагом для того, чтобы открыться студентам исторического факультета прежде всего, потому что, ну, может быть, вот так вот мы начнем работу нашу, да, мы более открыты министерству, школам, образовательным учреждениям, а вот историческому факультету как-то вот так немножечко, значит, делает, ну, сама жизнь реалии показывает, что, не скажу закрыто, да, но доступа такого нет, да, поэтому я надеюсь, мы совместными усилиями сделаем открытым, станем доступными, ну и, естественно, вот такие вот формат такого общения тоже будут являться одним из открытий, ну, на фондов Николаев-центра. Ну вот давайте начнем, наверное, потому что сегодня я приготовила из материалов фонда Николаев-центра воспоминания из воспоминаний. Вы, как знаете, 165, значит, у нас депутатов было, которые принимали декларацию о государственном суверенитете, и, значит, их воспоминания у нас тоже, ну, к сожалению, не обработанные, поэтому я не выставляю, а то, что хорошо сделанные,
ну, обработанные, доступные материалы сегодня я вам представлю. И, наверное, конечно же, мнение и слова Михаила Финча тоже будут. Поэтому, ну, я записала все это, и я надеюсь, я буду достаточно для вас интересной. Спасибо, надеюсь. Слышно? Слышно, отлично, да. Хорошо. Давайте. Бу улахан исторический переломный периодка общества дитен хамай бир таңағаннақ периодыгар көміскені бередігінен народ жылғатын атын тағымға тағаран хайды олар туруру мектетінен ұлылы декларация болар әпті. Оны де қанды барар переломный кемге лидердерден балылар, қанды барар обществоға. Бияха мен лидер бит олағаттан Михаил Николаев еді. Итігемге оларын аспыт жондар бейге барынан кірдігі жоңғы оны біліңі хаңы чаттарға кәпсияқ тұстапы тоғы детаққа бұлыр-бұлырғаттан народ намау бар. Өскөтінен иннекеген көл еқін барар болдаққана, иннеке бар еқін барар болдаққана анығығын білден итен аспыт солғын анарам көрден. Олата қаһам бағарар, қандық барар түгенге поколениялар утумнағылары дем бар бұлақтақ. Политика халғаныта дем бар бұлақтақ. Туағырай түрікке олағыраңын ән халғы үленігі тағын. Оны көрі болдыланы общество стабилендік айдар. Я бігеге бүгін хағалаты бұд. Я бұл кәмтіні хағалам бұда. Онан жа біге жыланы біге орды бұд дейді онлық эти олық түрі тауақ. Онна ити бортулақ. Онна поколениялар утумнағыларғар қиыны петтәмәд. 1919 сыллаққа Союзный республикалар Хебеско үстан рақсынна туғынан ударстуын етерінен бар бұттары. Тағы етінне қамсағын олыс күйіске бар бұта, тоқ олыс күйіске бар бұта. Итенді болдағына ол бейгі Хебеско үст бұтыр лақнақ суының ор бұта. Тоғды етаққа келден noloq төлеме бол бұттары. Қаны құранақ бол бұта Хебеско үст қарныды. Ити бейді, иккейнен андайдуға бейдіма хорияның олуыда дела болуын сөптіғақ. Бейгі сұрыйобай көзластеті өт олға аттаныла. Бейгі оңырыр основной сұрыйолар бұтар сұрыяна олаға мескеттелік кіна түспейді. Аллара түспейді. Қолы бұра бір бочка не пығаната ұрут Хебеско өз самай күннен олар кемігер $100 ек болдығана. Ита 19 сылларға тиен $10 $10 тиеті аңалды. Жағайдағы. Вот. Итенді болдығана атын даны көріңлерге Нұрда хүйана атчан Хебеско өз қағыната почти құранақ болды. Онан ити ұрақан ситуацияны өскеп бітеді үйдіға. Онан Хебестен осы бәнді күрі хиддерге, бұл бейге күрді хуала е уақиддерге балғания орды құстыл бұды. Бұл анны балғанияттан қайдақта қарға дейін ол ағана республика алалтата, республикаға әппеттен өдеулі хиддер жоннор, әрдіғой ғарардандар бақтық тоқуйды бол бұттыры. Жай текемге бір қолына бет бір істеттен хаңаталылы бет Уруттағаны білімнәқ, республикатын туғырылықанды әппетті әулерге үлелән терепі қорыппы кейі, Михаил Николаев. Бұл суверенитеті мәбілдердақ бітіне бізі экономическі хамастайдың ғыллақ бұтына әрі балайнеттен таққар болы бұт дейін өйяна бастан кедеға кейбіді. Ите дейетін ұғынлық тұппатаға қайдағыра кіран түргеннің олыққа кедер бір кейі дейін бол бұты. Оның бейетін тұла актив түмпіді. Оны кене дейетін маңнайғы үлестәтчілерінен 12 үңірілақ бір қолы депутаттар бол бұттыры. Ол ағана сүй 6-5 нұрынды депутат бар еді. Бұл 12 үңірілақ бір қолы депутат онан ағаяқты дейдіқтақпын. Үйтетті оғанынлаға хамай бір демократизация ағаламық кемігер, ғыласына сағаламық кемігер талылы бұта. Бастықы бардыр. Народ өянаты хуқтуы кемігер. Онна бейге республика әрі болбата қойу хүдінен маңнайғы альтернативный бұваддар болбыттары. Олата күріқті хилях бұваддар. Енегінен жон чолуттан чолута
хамай бастыңдара талылыктара. Онан 12 хырылап берконы вет хаста болус күстәгәте. Беге хака нуротун дагы хака интеллигенциятын хамай сүйеге онна талылдан турар. Элбак бедушчай тегастатын триячилер биллер көстөр жоннор талылдыктара. Оны да аттан элбак юристтер килбиттер. Хукун оңу хутерен улахан туалак болбут биллер көстөр юристтер килбиттер. Оны хаста бирде улахан эде. Оғудан барын. Комойоғын политическая ситуация олық ұғылыбыт хағаламатақ болан бейді депутаттар бұд олыққа көрілер олық тұстуғындар еді. Оны бардың бір хүрінден келдеріге Михаевичке ол хағана тоқты үрді көріған еді. Оны мұран кені бәйетін жоғырынан, әпті жоны түмер жоғырынан, жоны күтті жөйді үлелен, бұл депутаттарға сөпті қайысқаны берен, оны күтті тәңге неренет тұтығар кең өйді түріліні ұйдан бұл суверенитет тұғынан декларацияны жон опсы жүлгі тақыбытын кәнне ұлылан тұрар бір қоны еветінен. Бұл баны күттірі тәңге сөйін тірені ұлыған қолтала қоқындар ұлылы бұттыра. Оны болдағына ұлылы бұта сысырыс, ұрсыпысыр, оны сақа сытыр, полномочияларын үллері тұғынан қоқынырылы бұта. Жері әккәс бұл декларацияны күтті тәбістәңге. Беге туынан жарықтанықтақ бұты. Россия туынан жарықтанықтағы. Союз туынан жарықтанықтағы. Беге экономикасын хайындарар бәтеніп. Онан дуанастарын, әпетнестарын үллер біттірі беге депутаттар бұт. Бұл бір бастыға қондан. Еккейнен болдағына хақайригер ұрынашынай экономиканы кири условиятын туынан оқынылды бұта. Оны мен хамай надалағады, потому что сразу станан бұл рынокка киремекқа дейін, регулируйдан постепенно киремекқа дейін вопростыр бұда. Оның ұрағыдылды бұда. Онан мен қаны бұдан, 12 сыңырылақ сессия, оның отчетағы депутаттар, Михаевич Николай Бағылықтақ, бұл хаңа өскәбіт үйаға бапыруғы бұғарыны нұчалы әттақы бұқа зараға, хақылы әттаққа оғыз мұғыттан разыл бұттар әпті. Кразы кейсен бар бұттары. Кәтәхи, манахы, дугдұрыңнағын, хәрәқәтейі, харбақтағын әгінде хуаға. Онан олаттар, олақ әрәләқтік, иннекі жекі қаддыла бұттары. Хаңа хақайрен тұту бапыр оғар. Bir мәжі бігені өскейін бәйтерін ұрда, Десяткин Тарас Гаврилевич, Викерна Сафонов Лев Алексеевич, туақ Якут Алмаз генеральный директоры. Онна келіп бітігер телеграммені тұтан олар. Ол телеграмметін білейінерттәді. Онна кені Борис Николаевич иесін адырығар хорибут етенді болдағына күн асыңғаттан ұла бейге бұл союзнай ғақыраңға алмағы оны көмі өтгұрыс қалағаны тоқтата бұттен. Онан білеген түргенлік бейге экономический сығымытын регулировкалир нормативный акта оңырың отчоғын отгұрысқалы өттен. Бейге ағын барамыд, толкуйға түйен барамыд, қаяқ бұты ертен өптәқ дейін ханаты бұд, онда да бейзеләң әсті бүт. Бейге бейзел өйен өбілән. Онда қар бақтабата, даже кем har бақтабата. Сафонап Лев Алексеевич, кені үрдәк патриот дейді. Хақайригар өйден, онда кені алырасы тәрлейтірі олған ороллақ. Көмінес бүт тоқтақ болдағады, естәқ болдағады. Ona da üskühe bizatın adamlara Mihayevich Livattан asты, onunla da ıtabın dedi. Ondan bir hep öyle bir mesafede targastak bitti. Kiye men adyenna kinyaha kindim. Eti примерно 10 часа hıta 11 ayınır bolna bulu kiye. Onda baran hem takkan hem demini gittim. Mihayevic'en naha epettak dokumenga Livattatın. Aslında kasıbet tuhtu. Tuhtu yanına gidelim. Benim dağını epipim bilbek halde. Ki hem takuydu temarette. Dagi digonok. Ona maran urukko bita bollar kasıyor vakti bitti de. O da bildiğin gibi ama kasıyor bitti yanına gidelim. Bakın musta bildiğin bileme tatın diye. История бытын қайыған көрер боллақ бытына күлімнер 906 сыллаққа
Мне нигде не хамар. Республика костом бут алмаз. Вон иккурьянын дехаларга итен комисс 15 бурьяна место дехалыктага техническая алмаз полностью 100 бурьяна республика халыктага. Вот республика восприятия. Жону туактаанга били керияхиден бергеттери улахан урахаттар ескатлар. Амастан бии бочкоп катидивит мехайфистин. Кохран директоргар халаячытыгар. Кебе тука ахта проектын агам баран хоктамен иди баттаапын деди. Бу даулахан ден эппеттатыла он урут мандык практика вакт деди. Норанда хегенен наху бастыбын эрери хахайрын хөбүдүбүн эрери жамантан туттунабын деди. Хаяк патай мехайфистин дихатата да кеттер бата кебит өбүлеспеде. Тахан бардыбыт. Бурбулес кетидибит. Бурбулес тем боллана государственный секретарь дер олаты боллана олагана гайдар кирелик итенне правительствоны ханга кирере дер гайдар правительствоны фактически ол бурбулес халаян олор. Же бурбулеске кирбеппит эме ким тобаттабата дийшепти Бычков. Томин баттактакпын иден туран келде. Оны да махайфиштиндер ихеннер убеге гынан кебет жақата туран илибаттан хыргындарың еместі. Өбіләбінде. Онтан атын министерстведері, министерство финансов, министерство экономики, министерство госимущества согласиянылы дуган болла, беймасынны кәрияхы жаммыт 2 күн егер тоқпардар, нада бола министерствелер сөбіліңдерігер или баттатан ылды бұт олуқасқа. Нам выпала судьба закладывать краеугольный камень новой России. Чтобы она стояла прочно, предлагаю заложить якутский алмаз. Ну а в Якутии вековая традиция давать своему ребенку имя родителей или лучшего друга. Мы дали своему алмазу имя «Свободная Россия». На короне возрождающейся России этот алмаз будет самым драгоценным бриллиантом, символизирующий вечность России, чистоту и красоту помыслов и дел ее многонационального народа. Джебу алмазу тарамбаран. Бу каски диваттан церемония теркидде. Барыжникада челсин. Нөңө коскатаңыста бары правительство чиленнере беге ону батыган киддибит. Олорда мехайфис боламанна эредим турда. Бычкоптагы манна тураллар бурбулес. Агар ота информациялар фарады билер болла дейсин. Ким баттабатан билен олор дегенен. Агам баран многозначительно бур кимде көкөддө. Бурбулесте көкөддө. Так Николаев согласен деді. Вот вака. Бурбулес согласен. А Бычков против. Я могу дохуамну көддө кейдер. Я вере болла. Билми барбады. Онна Бычков маннык күнен баран кеден кайдан дугдугнаты кеден хебилини диватты курдук. Оны валланы кини диваттырын катаспекке барыжника елсин. А елсин согласен ден барыжника. Билген конституция бит эте сакарыллар, хураллар энденди. Да. Эн кандык өрүтүн хамай карыгы яганы. Суверенитет дене көйлән уларда ыллаттардылар. Сөйтен катылыбын. Оунан баран. Суверенитеттер onlar андойдуга человеческий суверенитет, бирке суверенитет дем бар это. Көүлханада. Кудуата көңүле, бейте көңүле, самаст о суверенитет тахидем болот. Атыгы республика то суверенитет вак болот устай бу токуруту. Хәтта аны мен каһанаретинде тан яктыра дибин. То диетакка биһиге отаңыттан мехайфи идеятнан ванда биһиге кин өйөмүтнән суверенитет ол хакиллер бит основной тияк хылбыттен болар эте күстәгәр гүйәне терен күстәгәр сыйны качырга дигән. Ваставуллах Агам Терендино. Уважаемые сограждане,
Вчера в республиканских газетах Якутия и Саха-Сера опубликована моя статья в связи с предстоящим юбилеем, 25-летием принятия Декларации о государственном суверенитете нашей республики. Уже прошло 25 лет. Мы живем и творим новую Якутию. Были взлеты, были падения, но общее развитие, вектор развития избран правильным. В 1989 году, в декабре, когда меня избирали председателем Президиума Верховного Совета нашей республики, а в последующем 1990 году председателем Верховного Совета, перед собой я поставил 3 взаимосвязанных задачи. Первое – это повышение политического статуса республики. Второе – республика должна иметь свою собственность, на основе которой должна идти развитие экономической политики. И третье – на основе принятых мер должна повышаться уровень жизни наших людей в Крайнем Севере. Выступая в первом съезде в 90-м году депутатов Российской Федерации, я эту идею, аргументируя многочисленными статданными, поставил и говорил, что мы добровольно от статуса автономии отказываемся и принимаем на себя всю полноту ответственности в экономическом развитии. Да, для этого были все предпосылки. Республика накопила большой экономический, интеллектуальный потенциал, на основе которого мы могли бы развивать нашу экономику, переходя от сырьевого придатка союзных и российских министерств и ведомств. Но это была декларация действительно. Надо было пробить, ставить, убеждать. В течение 90-го года мы со своими коллегами, единомышленниками ставили и разрабатывали Декларацию о государственном суверенитете, где вложили наши задумки, наше видение, вектор своего развития на 21 век. Я думаю, во многих аспектах мы выбрали правильный вектор развития. И сегодня, спустя 25 лет, мы убеждаемся, что многие наши намерения, планы реализованы. Республика стала полноправным. На территории владеет, распоряжается всеми возможностями, экономическим потенциалом. Это в то время, потому что согласно разграничению собственности, подписано руководством Российской Федерации и нами, руководством республики, все основные промышленные предприятия, добывающие горно-обогатительные комбинаты, транспорт, связь и так далее, они перешли в собственность республики. Это действительно был большой прорыв, ранее невиданный прорыв, и на основе которого действительно мы, пожилые люди, якутяне, которые были свидетелями этого времени, подтвердят, мы более-менее шоковую терапию, объявленную Россией, перешли более-менее, сохраняя тот экономический потенциал, который у нас был создан в годы советской власти. Конечно, по-разному можно подойти к этому шагу, но смысл был такой, что именно на основе этого мы должны создавать благополучие и качество жизни и обеспечить движение вперед. На мой взгляд, это не какой-то эгоизм, а продиктованная жизнью
поскольку страна меняла свой общественный строй, плановая экономика уходила в прошлое, и мы практически были предоставлены сами себе. Наши возможности оправданы были именно трудом жителей нашей республики. Именно это время люди творчески подходили. Несмотря на то, что люди месяцами, в некоторых местах годами, в некоторых отраслях не получают заработную плату, и при том мизерную заработную плату, очень преданно работали, потому что они знали, что работает для себя, для развития своей республики. Я должен сказать, именно в эти годы центром внимания республики было вопросы здравоохранения, вопрос образования. Республика выстрадала и приняла доктрину здорового образа жизни. Республика возрождалась духовность, духовная культура, традиция народа. Все эти направления работы сегодня в российском масштабе. Великолепная игра, спортивная игра «Дети Азии». Я горжусь, что моя республика, ее первый президент стали основателями этого международных спортивных игр «Дети Азии». Сегодня принято в ряду с Олимпийскими играми. Это большое достижение. Именно в эти тяжелые годы народ понимал, надо трудиться, именно трудом, именно своим умом создавать свое благополучие. Сегодня, канун празднования, я пожелал бы, особенно обращаюсь к молодым ребятам, родившиеся 25 лет тому назад, жившие годы именно экономических реформ, обучавшиеся в школах, трудные годы реформ. И сегодня уже студенты, окончившиеся вузы, в ваших руках судьба республики. Трудитесь, не покладая рук. Наша республика – культ труда, культ матери, культ природы. Они должны стать именно символами. Именно они должны показать, что из себя представляет республика. Не случайно, когда в 90-х годах спрашивали в центре, чем мы далекой Якутии занимаемся, я однозначно говорил, мы учимся. В то время действительно образование был поднят на новую ступень. Открывались высшие учебные заведения. Это в республике. В сельской местности пришло высшее образование. И сегодня не случайно мы занимаем довольно высокий уровень по образованию, образовательный индексу, довольно высокое место в Российской Федерации. Наше движение «Здоровый образ жизни», как я сказал, наряду активной спортивной долголетия, все больше и больше привлекает внимание наших коллег, других субъектов. И вся Россия сегодня становится спортивной. Не случайно проводится специальная форум, один из которых был проведен в городе Якутске, «Россия спортивная». Это то маленькое движение, тот маленький ручеек, который было заложено, рождено в нашей республике, дают такие плоды. Поэтому, обращаясь к молодежи, я сегодня должен сказать, как старший товарищ, в ваших руках республика. Какими вы стали, как вы будете трудиться, таким и будет наша республика первой четверти 21 века. Желаю всем здоровья, долгих лет жизни. Да, потому что перед тем, как начать содержательную часть, потому что я считаю, что фильм это очень содержательно, и мы, конечно, понимаем, что отсутствие сегодня наших приглашенных гостей, они, это есть уважительные причины, вот. Но как разрешите сегодня тоже принять участие в круглом столе и
приветствовать наших, будем так говорить, соорганизаторов от имени исторического факультета. Мы заочно, может, знакомы, но я все равно представлюсь. Декан исторического факультета Наталья Анатольевна Стручкова. И когда мы с Николаем Андреевичем переговаривались по поводу этого круглого стола, мы эту идею, конечно, сразу подхватили. Хотя время было, конечно, очень короткое. У нас сейчас закончилась неделя студенческой науки, но считаем, что это такое значимое событие, мероприятие, что ребята обязательно должны были принять участие на этом круглом столе. Я приветствую всех наших преподавателей, которые откликнулись. Я приветствую всех наших студентов, потому что сегодня в основном присутствуют очень ориентированные студенты под руководством заведующего кафедрой истории обществознания и политологии Ольги Афанасьевны Парфеновой, очень ориентированные, потому что это ребята, которые представляют нас политические науки в основном, да, которым действительно очень интересно, которым очень значимо, и профессиональный интерес есть, в общем-то, к этому большому, великому событию, которое случилось у нас вот так вот 30 лет тому назад. Считаю, что то, что сделали депутаты 12-го созыва Верховного Совета СССР, было эпохальным для нашего региона, вообще для нашей Якутии. Потому что 3 великих события, которые произошли, они поменяли историю нашей Якутии и политическую вообще в целом историю. Это, конечно, в первую очередь то, что мы приняли декларацию о суверенитете ЯССР, тогда не было Республики Саха-Якутия. Это, конечно, принятие статуса президента, опять-таки, Якутской ССР, да, и принятие Конституции. Мы все это отлично знаем, но, конечно, сегодня очень хотелось вживую услышать воспоминания тех участников, которые непосредственно участвовали. 165 депутатов – это очень много. На самом деле были, конечно, среди них лидеры, которые возглавляли комитеты. И деятельность этих комитетов в течение 3 лет, да, была очень значима для нашей страны, для нашего государства, для государственности Якутии. Я знаю это не понаслышке, и хотела бы сейчас и своим студентам, и преподавателям, и вам сказать, организаторам, о том, что я как бы тоже немного прикоснулась к этой истории, потому что в нашей семье именно есть депутат 12-го созыва Верховного Совета ЯССР. Это моя мать Александра Николаевна Стручкова, заслуженный врач России, Якутии, ЯССР тогда была, отличник тогда здравоохранения Советского Союза. Это люди совершенно другой эпохи. Если я могу характеризовать всех депутатов, потому что, в принципе, Александра Николаевна очень много рассказывала мне о том, как это происходило. И я была достаточно взрослым человеком, чтобы тоже принимать участие в выборах, видеть это, наблюдать. Положение в 90-х годах было очень сложное. Сейчас трудно даже представить, возможно, хотя мы, конечно, сейчас очень живем в либеральной стране, но тогда было как бы, ну не знаю, как на войне, потому что как раз высветились все особенности, все яркие характеры и яркие идеи, которые витали в воздухе. Люди все были очень, ну, скажем так, каждый стремился высказать свою идею. К микрофону добивались, мне кажется, не каждый, да, и была борьба за то, чтобы выступить, рассказать о своих идеях. А общество реагировало вот в тот период времени тоже очень остро. Мне рассказывали о том, что когда депутаты заходили на свои сессии, то были пикеты, то есть общество и люди очень реагировали на каждую сессию, даже на каждый вопрос, который выносился на эту сессию. И каждая сессия была очень содержательна и значима. Вот. Ну и я очень надеюсь, что ребята уже, конечно, знают это как историю, но сегодня мы можем продолжить эту историю и говорить об этом напрямую. И наш круглый стол – это тоже такой исторический момент. И для исторического факультета это очень значимо. И начало большого сотрудничества, как Ольга Афанасьевна, конечно, предложила и сказала, будем дальше работать. Ну что ж, успехов вообще работе нашего круглого стола, именно работе, потому что мы собрались не только фильм посмотреть, но и обсудить
выслушать мнение нашего молодого поколения по этому поводу. Мнение о фильме, который мы сейчас услышим, да, увидим. Ну и благодарность моя, сразу скажу, организаторам этого, ну, в общем-то, очень хорошего круглого стола с такой тематикой. И всех поздравляю с наступающим праздником, Днем принятия Декларации суверенитета нашей Якутии. Спасибо за внимание. Может, пока слово Николаю Андреевичу дадим еще раз дополнительно? Николай Андреевич. Ага. Можем вас послушать, да, Николай Андреевич, пока есть технические какие-то моменты? Так, Николай Андреевич тоже пропал, да? Нет, я не пропал. Просто тоже среднего, старшего поколения, поэтому достаточно сложно работать с новой техникой. Но тут надо понять, что, как вы все прекрасно знаете, СССР это было тоталитарное однопартийное государство, где не было возможности выражать мнения и мысли, которые противоречили политике партии. Вот. И когда Михаил Горбачев начал перестройку, вот, мне кажется, его большой ошибкой было то, что он не стал менять систему производства, систему распределения товаров, а дал свободу прессе, вот, и дал свободу выражения мнений. Я в 1986 году закончил морское училище, и этой зимой я зимовал в Черском на теплоходе. Вот, и я был свежий выпускник морского училища, который готовился к работе на судах загранплавания. Вот, ну, в принципе, достаточно был такой доктринально настроенный. Всегда считал, что Советский Союз – лучшая страна в мире. Мы живем достаточно неплохо. Вот, хотя я был до этого во Вьетнаме, в Северной Корее, в Китае и видел, как тяжело люди живут в странах социализма. Вот, но в 1986 году на пароходе вот меня, конечно, удивила реакция моих старших товарищей, которым было за 50. Алло. Да, мы слышим вас. Ага. Ага. Да, мы вас слышим. Вот. И мои старшие товарищи, они прямо с утра начинали обсуждать эти телевизионные новости, начинали обсуждать газеты и прямо допускали такие выкрики, что коммунистов Камбару всех расстрелять один день. Ну, для меня это, конечно, было дико. И они мне тогда сказали такую вещь, что зря начали перестройку с гласности, что народ не выдержит правды, которая вот льется, да, вот, например, с телевидения, с печати. То есть вот мы же при советской власти многого не знали, от нас многое скрывали. И когда нам начали рассказывать про репрессии, про это, ну, конечно, сразу отношение к власти, отношение к системе резко изменилось. Ну и потом, вот, начиная с 88-89 годов, начались экономические трудности. Вот, и здесь, например, вот в Якутске, на предприятиях, например, разыгрывали носки, например, да, там
Нас на кафедрах разыгрывали носки. Да, то есть это было, конечно, дико. То есть, и если человек выиграл носки, то есть он их покупал, потому что других товаров не было, например. Да? Вот, и в результате вот этих экономических сложностей и так далее, то есть ясно было, что страна находится в очень тяжелой ситуации. И в такой период в России выдвинулся новый лидер Борис Николаевич Ельцин, который тоже был в свое время первым секретарем обкома партии Свердловской области, был первым секретарем Московского городского комитета партии, то есть входил в ЦК КПСС. Вот, но он смог поймать волну времени, то есть он, являясь членом ЦК КПСС, первым секретарем горкома партии, ездил в метро, там, ездил на трамвае, то есть ходил в обычный магазин. И это все фиксировалось, это все тиражировалось, и это все как-то служило повышению его популярности. Ну и получилось таким образом, что вся страна, весь Советский Союз оказался заложником битвы двух амбиций, да, двух сильных личностей. Это Бориса Николаевича Ельцина и Михаила Сергеевича Горбачева. Вот, и политический талант вот нашего руководителя Михаила Ефимовича Николаева состоит в том, что он умеет предугадывать возможные пути развития, да, общества. Вот, и даже в последние годы, вот я когда с ним работал, встречался, то есть было несколько таких случаев, когда он четко предугадывал развитие событий и как-то играл над опережением. Вот, но получилось таким образом, что когда Борис Николаевич Ельцин был в опале, к нему никто не заходил, никто с ним не общался. Михаил Ефимович Николаев одним из первых подошел к Борису Николаевичу, поддержал. Вот, и между ними завязалась чисто такая вот мужская дружба. Вот, и Михаил Ефимович, он стал одним из наиболее верных последователей Бориса Николаевича Ельцина, вот, и поддержал его. Вот, и в 90-м году начался парад суверенитетов, вот, но вначале Российская Федерация объявила суверенитет от Союза, потом другие союзные республики, потом и автономные республики начали объявлять свой суверенитет. Вот, и наша республика 27 сентября 1990 года объявила свой государственный суверенитет. Но самое главное, да, государственный суверенитет в том понимании, который принял Верховный Совет Якутской автономной Советской Социалистической Республики, он не выражал, да, никаких сепаратистских настроений, не выражал желания отделяться ни от кого. Просто он говорил, что полномочия республики и полномочия Российской Федерации и Советского Союза, они должны быть разграничены согласно волеизъявления народов. Да? Вот. Ну, коротко, если о ситуации в 90-х годах. Ага. Ну так, пожалуйста. Угу. Ага. Николай Андреевич, ну, мы, конечно, вот сегодня, получается... Ольга Афанасьевна, дорогая, пожалуйста, чуть-чуть в камеру вниз, чтобы лицо было видно, немножко только... Так. Вот это замечательно. Ага. Все, давайте. Ага. Хорошо, ага. Николай Андреевич, ну вот уже прошло 30 лет, да? Это срок такой уже достаточно большой, уже можно как-то оценивать эти события, да, давать им такую вот дистанционную такую оценку. Вообще, сам Михаил Ефимович что говорит? Вот что вот, как он сегодня оценивает эти события? Ну, Михаил
Ефимович, он в основном подчеркивает то, что объявление суверенитета республики подняло дух народа. Ага. Вот у нас люди в республике почувствовали себя не гражданами там второго, третьего сорта, а полноправными гражданами своей страны, своей республики. Вот. И, во-вторых, все-таки Михаил Ефимович, он подчеркивает то, что объявление государственного суверенитета смогло, скажем так, смягчить удар, который нанесла, да, вот, нанесли экономические реформы вот, всему населению России, ну и всего Советского Союза. Вот. Но по сравнению с другими регионами, вот Михаил Ефимович, когда уехал в Москву, Совет Федерации, стал заместителем председателя Совета Федерации. Вот в начале 2000-х годов, вот я когда работал в Хангаласском Улусе, он по приезду вот, нам рассказал свою боль и, скажем так, скорбь даже, можно сказать. Да? Он говорит, в Центральной России есть, говорит, 3 деревни с населением около 10 тысяч человек. И, говорит, на 3 деревни осталась одна школа начальная, в которой 10 учеников. То есть практически ну, шло сильнейшее обезлюживание вот, центральных регионов России. В отличие от этого, у нас в республике шел рост численности местного населения. Хотя, конечно, тоже у нас был сильнейший отток населения, но это были те, в основном, граждане новых независимых государств, которые в своем законодательстве приняли определенные решения. Вот, например, раньше в республике ЯССР, Якутской автономной Советской Социалистической Республике, 3-е место по численности занимали украинцы. Вот. И в 1992 году, после независимости Украины, правительство Украины приняло решение о том, что квартиры, которые были забронированы вот, украинцами, работавшими на северах, они будут изыматься, да, если эти украинцы не вернутся обратно на родину. Вот. И поэтому у нас был массовый отток специалистов. Ну, для молодежи, кто вот, может, не знает, то у нас в республике, в северных районах, ну и во всех промышленных районах украинцы составляли достаточно большой процент населения, и они вот как работники, вот их национальный характер очень такой трудолюбивый, покладистый, выполняющий указания. То есть если по сравнению с другими национальностями, да, то есть поэтому они занимали достаточно большую численность. И вот они уехали. Вот. Ну и тут вот я публиковал у себя в блоге Никбара.ру на дневниках Якут.ру, да, этот ряд публикаций про суверенитет, и было много нареканий вот, от читателей, да. Но в основном все ссылаются на то, что во время суверенитета была разрушена система вот, сельского хозяйства. То есть все почему-то тыкают вот этим вопросом. Да? Вот, но тут надо сказать, да, что вот, например, я когда учился в морском училище вот, во Владивостоке, вот наша специальность была единственная специальность в СССР, где изучали слово «прибыль».
То есть слово «прибыль», она была под запретом при советской власти, да, то есть при социализме такого понятия не было. Вот, а так как мы готовились к работе за границей и должны были конкурировать с иностранными судоходными компаниями, то есть мы должны были, ну, как бы понимать их, да, быть с ними на одной волне, и нам давали понятие прибыли. И нам рассказывали про валютную эффективность различных отраслей промышленности. И нам рассказывали, что наиболее эффективным тогда было при советской власти это вот наше морское судоходство. Вот, то есть на один заработанный инвалютный рубль, то есть тратился один советский рубль. Вот для примера, да, вот золотодобывающая промышленность, вот которая была очень развита при советской власти у нас в республике и сейчас тоже переживает второе, да, рождение и развитие. Вот у них было на один инвалютный рубль надо было тратить 5 советских рублей. То есть, получается, изначально, если не было дотаций из бюджета, да, на добычу золота, то она была неэффективна, нерентабельна. Вот. И что касается совхозов, к сожалению, они не были экономически эффективными предприятиями. Вот. И когда началась экономическая реформа, то было принято решение российского правительства о том, чтобы ликвидировать совхозы. Вот. И республика выполнила это решение. Но это было связано с тем, что вот до начала 2000-х годов, да, Республика Саха-Якутия тратила на поддержку сельского хозяйства столько же или даже больше, чем вся Российская Федерация. В 90-е годы Российская Федерация вообще не помогала своему сельскому хозяйству. Вот. А Республика Саха-Якутия тогда предусматривала 10 миллиардов рублей. А бюджет республики, вот, например, в 2003 году составлял 80 миллиардов рублей. То есть 1/8 бюджета было для сельского хозяйства. Но это как одно из не достижений, да, а следствий суверенитета. Вот. Ну, вроде еще что сказать про суверенитет, да? Я хочу сказать, что... На вопрос отвечать, Николай Андреевич. Вот Ольга Власова задала вопрос, вы ответили. Теперь, наверное, у ребят... Спасибо. 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 Можно я скажу? Да, пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас видеть. Очень интересное видео. В принципе, человек, изучающий современную Якутию, я вот эту историю о том, что вот буквально суверенитет был решен, вопрос суверенитета был решен буквально в считанные дни. Историк оцениваю, очень так вот, смотрите, как вот появляется, да, вот обращаясь к студентам. 30 лет назад, ровно 30 лет назад, был такой момент в истории Якутии, в истории России о том, что те вопросы, такие глубокие вопросы государственности, существования республики, дальнейшее существование народа, оно решалось буквально за несколько секунд. Да, вот, мы вот услышали о том, что историю, о том, что вот интересный вот момент, когда вот было письмо отправлено об остановке выгрузки алмазной руды, и было решено отправлено в Москву, и Михаил Ефимович спрашивает, да, вот мы вообще встретимся завтра в 11 вечера? То есть история это такая интересная штука, это интересное такое течение жизни, что такие глобальные вопросы, они решаются вот буквально за несколько часов, за несколько секунд. Решается за счет подписи 3 людей. Да, вот это. Мы должны вот эту историю очень остро чувствовать. Даже вот есть хорошая песня, да, вот между прошлым и будущим есть только миг. И вот миг, который был подписан
Вот, например, мы преподаватели, да, вот у нас студенты, сессия, когда приходит преподаватель, мы ставим подписи на зачетки. Да, вот это тоже вот такой судьбоносные вот такие подписи в зачетку. Но мы говорим о том, что это же документ, который решает судьбу государства, людей, которые живут внутри республики, например, да. И то, что было сделано 30 лет, ну вот ту ночь, можем, тот вечер, тот рабочий день, звучит обыденно, да, вот мы собрались в рабочий день, решали какие-то глубокие вопросы. Но именно то решение, которое было сделано 30 лет назад, у нас определяет то, как мы сейчас живем и будем жить, и говорим на такие темы. И самое интересное то, что вот здесь сидят студенты, которые вот буквально родились в 2000-е годы, да? Первокурсники. И определяется следующий момент, то, что за 30 лет мы с вами говорим о том, что в Якутии есть люди, и растет то поколение, и выросло то поколение, которое можно разговаривать и понимает, что такое есть суть государственность, отличает, что такое суверенитет, государственность, государство. И надо отметить о том, что вот мы якуты, да, вот, имеем возможность говорить на такие темы. Вот это есть важный момент, и завтра будет не просто маленький день, да, вот в календаре в сентябре, да, вот, а это очень такой важный для всех якутян дата, очень мощная дата, которая определяет и наше будущее, и наше прошлое, вот, и то видео, которое мы сейчас посмотрели, да, вот это окунает вот этот нас, историков, в этот момент. Наталья Петровна, можно попросить вот ссылку? У нас тут студенты просили ссылку, вот, внимательно посмотреть. В будущем будет, да, возможность? Да, конечно. Мы это, ссылку эту мы сделаем. Но я в этом вопросе не сильна, но мои техники это обязательно сделают. Потому что действительно, когда вот смотришь на такие, сколько бы раз я не смотрела вот это воспоминание Климента Егоровича, и как они подписывали все это, да, и я прихожу к выводу, что историю делает человек, который вот о двух ногах, о двух руках, вот, но зато с большой ответственностью, да, и знающий. Также есть вот такое вот понятие, как вот, когда мы на «Знанием победишь» тоже делали, да, Айтал Игоревич тоже вот свое маленькое выступление было такое. Действительно, в годы, вот когда становление вот это новой Якутии было, вот такие понятия, как «Минцахабын», вот такие вот понятия, такой лозунг, он патриотический такой настрой на это был, мне кажется, действительно, Михаил Евгеньевич сам говорит, что был задан очень, ну, такой вот вектор, правильный вектор развития, чтобы умы наши, чтобы мы, воспитанные наши нами, мы что родились, когда мы были воспитаны под красным знаменем вот Советского Союза, мы же это понимаем, какого-то отличия Советского Союза и сегодняшнего бытия, да, так что мы тоже носители вот этого суверенитета, а рожденные именно в 90-х годах прошлого столетия дети, это уже дети, которые родились в новой Якутии, да, под знаменем уже Республики Саха, и государственные наши символы, которые являются сейчас, значит, тоже утверждены Верховным Советом 12-го созыва, этими нашими депутатами тоже показывают новую ступень развития государственности. Я, ребята, еще хочу обратить ваше внимание вот на такой момент. Да? Сейчас очень много можно встретить в научной литературе, в средствах массовой информации, такие вот не очень лицеприятные моменты, когда говорят о том, что политическая элита, региональная политическая элита 90-х пыталась там пользоваться ситуацией, что это был какое-то стремление там, к отделению, к сепаратизму, экономический национализм, такой термин используют, да, в отношении нашей республики тоже, да, желание там разделить власть, быть у власти и прочее, да. Обратите внимание, мы сегодня вот слышали непосредственных участников этих событий, то есть мы к первоисточнику прикоснулись, да, и видим, что на самом деле, что было главным тогда для политической элиты республики. Главным это было решение социально-экономических вопросов.
выход из этой трудной ситуации, стремление помочь людям. Вот это было главное. Вот обратите внимание на это, ребята. Не слушайте те голоса, которые сегодня иногда огульно обвиняют наших политических лидеров. Ну и у меня вот такой вопрос, да, я не знаю, наверное, к Николаю Андреевичу, может быть, Наталье Петровне, да. Значит, смотрите, вот этот документ, декларация о государственном суверенитете Республики Саха-Якутия, он где хранится, в каком архиве, интересно? Где-то же есть он вот с этими самыми подписями и так далее. Где хранится этот документ? Но в Национальном архиве Республики Саха-Якутия есть оригиналы. Оригинал там находится, да? Там и есть даже черновики с справками собственноручными. Вот видите, ребята, это же тема диссертации, отдельная тема диссертации. Как подписывалась декларация? Представьте себе, это же такой интересный момент истории, вот какая-то Алла Игоревич говорит. Спасибо. Ольга Афанасьевна, да, вот то, что она сказала, очень хорошо подмечено, да. Вот посмотрите, какие задачи решали политические лидеры в 90-е годы и какие задачи решает политическая элита, лидеры и общественные лидеры современности, да, например. В 90-е годы это вот, как было правильно отмечено, да, вот это решить вопросы, какие-то социально-экономические вопросы. Да? Сейчас, в 21 веке, мы наблюдаем о том, что политические лидеры, элита, общественная мысль направлена не для того, чтобы там откуда найти деньги, средства, чтобы оплачивать. Да, вот. Ну, это всегда есть, но это вторичная задача. Сейчас у нас проблема общей такой политики Республики Саха-Якутия – это ответить на вопрос, кто мы есть Саха и как мы будем жить в будущем. И надо отмечать о том, что, опять же, этот вопрос, он тесно связан с таким понятием, как государственность. Потому что государственность – это есть качество государства. Это есть статусность, возможность народа как-то вот отвечать на такие глобальные вопросы, философские вопросы. Если бы, например, у нас не было бы государственности, мы бы решали бы проблемы. Да, вот, где построить там хлебзавод, например, в таком формате. А сейчас у нас такая одна из больших проблем – это вот, да, изучать историю, да, вот философию. Идентичность уже, это уже более высокий уровень, да, получается? Уже? Да, это уже как бы тут без науки и без высшего образования никак. И поэтому я, когда своим студентам и ученикам, которыми я работаю, я все время говорю, государственность Республики Саха-Якутия существует только потому, что есть такое понятие, как высшее образование. Потому что... Добавлю, да, тогда? Спасибо, Айтал Игоревич. Я вот продолжение вашего тоже вот выступления и выступления Ольги Афанасьевны. Я тоже очень сейчас с интересом послушала наших лидеров того времени, да, и сейчас они остаются таковыми для нас. И в социальном плане, конечно, сделано именно в те годы, и влияние новой государственности очень и очень велико. Вот только что мы прослушали, да, Михаил Ефимович говорит об образовании. Помните, когда в 90-х годах, мы ездили, вернее, куда-то в центр, кто-то выезжал за границу, и просто простой пример. В самолетах было очень много представителей Якутии, школьников, совсем маленьких детей, которые выезжали за границу. Да? И что вот именно вот этот социальный пласт был взят, что образование должно быть поднято на очень высокий уровень, на международный уровень, и что Якутия должна занять такой международный свой статус. Некоторые и до сих пор, наверное, смеются над некоторыми вещами, которые кажутся им, как это так, Якутия провозгласила вторым языком английский язык. Был же такой момент? Был такой момент, да? Но это следствие того, что в общем-то, был такой вектор, чтобы Якутию знали в мире. И вы посмотрите, пожалуйста, 30 лет прошло, и мы сейчас находимся, уважаемые студенты, в Федеральном университете. Программа развития нашего университета, и сейчас, которую мы сейчас уже вторую программу развития делаем на 10 лет, да, и тот же вектор, то же направление, чтобы
наша Якутия, наш регион уже дальневосточный, да, наш университет занял такие же ведущие международные позиции, и наш университет стал, например, ведущим в мире. И совершенно недавно, когда был рейтинг у нас в целом по вузам России, мы ведь заняли очень большое высокое место, именно Северо-Восточный федеральный университет, и вошел в международный рейтинг на очень высокую ступень. Вот. И хотелось бы сказать еще вот о таком социальном аспекте, как здравоохранение. Вот и когда Николай Андреевич говорил, и Михаил Ефимович затронул этот вопрос, социальный аспект здравоохранения. Мы до сих пор сейчас говорим о том, что медицинское обеспечение должно быть на очень высоком уровне. Мы к этому стремимся. А в тот период, 90-е годы, это ведь было очень и очень тяжело, потому что вся Россия, весь мир, вся наша страна переходила на рыночный, совершенно новый уровень своего развития. И страдали на этом переходном этапе прежде всего люди, простые люди, которые болели, и они должны были получить качественную медицинскую помощь. Поэтому в 90-х годах, когда возникает указ правительства СССР о том, что создается страховая медицина у нас в Якутии, это тоже, конечно, влияние тех событий, которые произошли в 90-е годы и связаны также с принятием декларации о суверенитете. И механизм этой страховой медицины, он уже заработал, и, в принципе, мы сейчас имеем качественный медицинский доступ. Есть, конечно, все равно остаются проблемы, но то, что в тот период времени вот такие социальные аспекты были затронуты, конечно, это очень и очень важно. И мне бы хотелось, чтобы наши уважаемые студенты обратили на это внимание. Спасибо. А можно я задам провокационный такой вопрос? Да, пожалуйста. Я как раз, когда я слушала выступление, то есть вообще вот эту запись, в принципе, я вспомнила, какие споры были именно в тот момент по поводу суверенитета. Ну, некоторые только-только начинали, наверное, а я уже в это время работала в университете, и там приезжали многие юристы из-за рубежа и проводили семинары. Тоже наши любимые занятия, это различные семинары, и там вопрос был поставлен о том, что такое суверенитет. Но сейчас на эту тему говорить не будем и так далее. Да? И мне кажется, там были корейские представители, Соединенных Штатов и так далее, они сказали, суверенитет или он может быть, или его не может быть, а какие-то у вас такие ограниченные суверенитеты в России. Разве может быть такое? Есть суверенитет России, есть суверенитет, вот якутский суверенитет. А когда я сегодня слушала, и, между прочим, я долгое время тоже на эту тему думала, может быть такой суверенитет специально для Якутии и отдельно для России, да, тоже это сугубо такой, ну, теоретический вопрос, скажем, да, который потом переходит на практику. А когда сегодня вот я посмотрела вот эту запись, и когда там идет речь, что суверенитет можно посмотреть как личный суверенитет и так далее, да, и многие, мне кажется, что многие вопросы, которые ставились в конце 80-х, в начале 90-х годов, в принципе, на примере нашей республики он мог бы быть разрешен. Личный суверенитет, скажем, семейный суверенитет, тоже существует. И как раз и то, что касается насчет суверенитета Республики Саха-Якутия, да, я согласна, что этот суверенитет, он существует, он должен был существовать. И новую строку пусть найдут юристы или еще каким-то образом, а мне кажется, историки должны согласиться с тем, что именно, ну, поскольку мне тоже близко образование, да, вот в этом плане то, что касается образования и суверенитет человека в получении образования, высшего образования. А где еще вы найдете другую страну, где бы, в принципе, столько много людей учится?
И хотя мы говорим, что это образование у нас достаточно дорогостоящее, и я согласна, что дорогостоящее и так далее, но опять же посмотрите в другие страны, развитые страны, те же самые Соединенные Штаты, да, Франция и так далее, там образование очень дорогое. Для того, чтобы ребенку дать это образование, знаете, можно там заложить всю свою жизнь для того, чтобы ребенок получил это образование. Деньги начинают собирать уже с того, когда вот зачат ребенок. И то этих денег не хватает. Так что по поводу суверенитета, мне кажется, вот суверенитет вот как раз даже в получении образования, высшего образования. Не говоря о том, что у нас есть и дошкольное, есть и так далее, и так далее. Есть недостатки в этом образовании, но все-таки вот благодаря существованию нашего университета, ведь наши выпускники могут учиться, продолжать учиться и работать в разных странах. Вот сейчас даже наши выпускники нашего факультета, где только они не работают и где только они там не поступили и так далее. Мне кажется, это тоже показатель. Как раз живет ли, действует ли наш суверенитет. Так что разные вопросы. И по-разному можно, конечно, посмотреть. И опять же, наши студенты, которые будут заниматься историей того, как суверенитет развивается, не развивается, мне кажется, вот предтеча, вот предыстория образования суверенитета, это тоже очень интересная и, кстати, достаточно спорная страница, о которой мы тоже, мне кажется, ну, то ли руки не доходят, но, в общем, пока серьезно этим не занимаемся. Ну, вот, Можно быстренько скажу? Ага. Пожалуйста. Поддерживай, пока мысль не потерялась. Сейчас у меня мысль потеряется, извиняюсь я, конечно, да? Поддерживая Юлию Никифоровну, скажу, да, вот смотрите, решение национального вопроса – это ведь одна из самых сложных задач, которая стоит перед государствами во всем мире, да, и есть разные практики, разные модели, а вот та модель, которая была принята в Советском Союзе, то есть наличие национальных территорий, и затем она была унаследована Российской Федерацией, и вот как раз она и проявилась вот в этом понятии государственный суверенитет, это вот есть модель решения национального вопроса в том числе. И Россия в этом плане – это уникальное государство. Ведь у нас нет на Западе как вот этих других вариантов. Ассимиляция, мультикультурализм, и там плавильный котел и так далее. Мы идем своим путем. У нас свой, так скажем, прецедент. И поэтому, да, мы не будем оглядываться на то, что было раньше. То есть мы не должны. Вот мы вот так это понимаем и, наверное, какой-то свой такой задаем действительно вектор, свой вариант исторического развития. Вот так, наверное, дополню, извините. Ну вот я хотел просто тоже дополнить, да, в том плане, что сейчас вот понятие суверенитета, оно действительно стало очень разноплановым, потому что даже вот вроде абсолютно независимые страны, да, те же, например, та же Германия, да, если она входит в Европейский Союз, то есть она не полностью суверенная страна получается. То есть получается страна часть своего суверенитета она передает каким-то наднациональным органам, да. Вот и сейчас Трамп вот наиболее яркое выражение, да, национального лидера, который хочет вернуть своей стране суверенитет и не зависеть от каких-то межнациональных, межгосударственных объединений и так далее. То есть он эгоистически действует только в пользу своей страны. Да? А до этого, например, до Трампа в мире же была тенденция глобализации, и поэтому роль национальных государств и так далее менялась, да, в этом вопросе. Или, например, вот я все время вспоминаю Японию, потому что с ней связан. И Япония вроде бы независимое государство, да, но в то же время на ее территории находится около 100 тысяч американских солдат. Да? Вот, и Америка до сих пор контролирует многие аспекты, да, вот, японской политической жизни, там, экономики и так далее. То есть, например, после Второй мировой войны Японии запретили
строить самолеты, строить авианосцы и так далее. Ну, и только вот спустя 70 лет японцы вот недавно начали делать самолеты, построили 2 авианосца. То есть как бы получается суверенитет даже независимых стран, да, он имеет определенные границы, во-первых. Во-вторых, все-таки вот наш региональный суверенитет, он в то время был еще связан с тем, что, как вот Михаил Ефимович в своем выступлении отметил, что республика взяла на себе вот те предприятия, те мощности, те вот учреждения, которые находились на территории республики. Вот. И в сложное время 90-х годов, да, то есть республика содержала вот многие функции, которые, по идее, должны были финансироваться федеральным центром. Но так как в то время федеральный центр не мог их поддерживать, да, то получается за счет республики было многое достигнуто. То есть вот, например, да, вот было открыто крупное газовое месторождение Чаянда, да. Вот, было открыто крупное нефтегазовое месторождение Талакан. То есть, и получается, вот даже трубопровод Восточная Сибирь, Тихий океан, да, который проходит через территорию республики, он является следствием того, что в 90-е годы во время суверенитета правительство республики поддерживало нефтегазовую отрасль, построило первый нефтепровод от Талакана до Витима, то есть и развивала нефтегазовую промышленность за счет собственных средств. Я скажу несколько слов, буквально вот. Дело в том, что дух суверенитета, о том, что вот, например, волю и чаяние народосбережения, вот это вот, значит, каким он был, не только вот голословно мы говорим о том, что и представляем воспоминания наших депутатов, самого Михаила Ефимовича. Они же вот сейчас действующие политики, они с нами рядом, поэтому мы прислушиваемся и понимаем, и принимаем их чаяние. Действительно, сейчас в нашей республике все меняется в связи с тем, что глобализация вот такая, а о том, что такая глобальная, что мы живем в маленькой вот такой планете Земля, и что мы должны быть одними из цивилизованным путем прийти к тому, чтобы жить в мире, в содружестве, вот в большом нашем мире, на планете Земля. Конечно же, мне кажется, и насколько я читаю, и представляю, и прислушиваюсь к мнению наших вот уважаемых людей, которые заложили основу новой государственности, новой политики нашей Якутии, я это воспринимаю и принимаю как наказ наших уважаемых людей. И, конечно же, они заложили политику народосбережения, чтобы чувствовать себя частью этой большой земли. Спасибо. Еще есть мнение? Сказать, что-то было сказано очень Пожалуйста. про Трампа, про Европу. Надо отметить, сказать, ну, у нас тут политологи, да, вот, я как историк только начинаю свою карьеру, можно сказать, да, и у меня есть такой, может быть, примитивный взгляд на понятие суверенитета и государственности. Государственность понимаем как способ состоятельность, в состоянии ли народ понять и сохранить и передать следующему поколению понятие суверенитета. Вот это государственность. Также еще, определяя государственность, это мы понимаем как место государства в системе других государств. Наталья Петровна очень хорошо сказала, да, мы говорим, мы есть граждане на одной планете и вот соседями, да, вот. Если смотреть глобально, то у нас получается такая картина, вот Трампа не зря упомянули, почему? Потому что в современном мире, в современной международной политике есть только 3 государства, которые обладают полнотой. В плане это Россия, это США.
То есть это те три государства, которые действуют без оглядки на Третий-то кого-то, Китай, да? допустим, да, в таком формате. А Китай, ну, Индия может быть еще, да, в таком формате. Пока не... Почему? Потому что, как бы это бы не звучало, ну, я не милитарист, но факты Имперский такие, да, подход, что эта имперский система, подход. она была... Да, имперский подход. Это имперский подход, да, вот это имперский подход, но это было заложено, заложено с появлением ядерного оружия, да, вот это, гарант мира, гарант стабильности, да, вот в таком формате. И вот эти три государства, это три государства, которые обладают полнотой понятия государственности, как таковой. То есть статусность и состоятельность. Вместо международной политики и состоятельность именно понимается как состояние или граждане вот этих государств понять, что есть суть такое государство, общественные отношения, суверенитет, да, вот, и дальше передавать следующему поколению. Вот глобально, если смотреть так. Я считаю, что в Якутии у нас с этим проблем нет. Тогда Может, мы, это мы на первом месте. Ну, может, мы студентам дадим слово, ребят? Я Да, хочу сказать, что Давайте студентов послушаем, очень интересно. Так, ребята, другие государства ведь они не считают что-то по поводу суверенитета, а Якутия впереди планеты всей и так далее. Ну, Мы как такие, часть, Юлия Никифоровна, что да, сделаешь с нами? суверенитета Российской Федерации. Надо же как-то оживить У нас территорию. паспорт. Я могу показать паспорт. У меня паспорт. А студенты, действительно, мы тут Между собой. между собой разговариваем. Ну, давайте, действительно, молодое поколение. так, Что? ждем вас, пожалуйста. Кто первый? Политологи. Подключайтесь. Надо, наверное, сформулировать, да, что думает молодое поколение о, скажем, о нашей Якутии, нынешней, новой Якутии. Как, ребята, что чувствуете? Каковы ваши отношения? Так они другую Якутию, наверное, И не видели, да. Поэтому им, наверное, трудно сравнивать. Где нас Румянцев? Вы здесь? А какой Румянцев? Максим, по-моему, был, да? Нет? Нет, это он у нас рязанский. Ой, извините, да, извини, дорогой мой. Давай, ты здесь, нет? Да, я здесь нахожусь. Ой, Рязан, давай, Максим, я то имя отлично помню, фамилию, вот, давайте. Ну, как твое мнение? Скажи, пожалуйста. В целом, насчет А можно суверенитета... включить видео? Можно включить видео? Мы вас не видим. Не суверенитет. Сейчас видите, да, меня? Глобально, государственность. Более о государственности, да, получается? В целом вопрос. Можете сформулировать вопрос? Я того плохо слышу. Да, ты свободный микрофон, Максим, пожалуйста. Да. Ты можешь свою идею сказать по поводу этого круглого стола, да, пожалуйста. По поводу круглого стола мне понравилось видео, и я бы хотел сказать спасибо большое за то, что позволили принять в нем участие, и спасибо Центру Николаева за то, что пошли к нам на диалог, на открытие. У меня к ним будет вопрос в конце, когда я закончу, но хотелось бы подчеркнуть слова, которые сказал первый президент Николаев, связанные с тем, что сейчас для нас, молодежи, мы передаем вам эстафету, Ден Курдук. И то, что мы должны сейчас дальше нести то, что они заложили, конечно же, под чуткими их советами, кураторством, как-то так. Но я думаю, что все-таки в целом проделана была очень серьезная работа, судя по тому, как рассказывал Клим Иванов, да, кажется? Климент Егорович Иванов. Климент Егорович Иванов, да, потому что, были разные моменты, различные, и поэтому я думаю, что все-таки мы должны ценить, и хотелось бы, конечно, узнать и увидеть это воочию, поговорить с ними, узнать их мнение, что они думают, как они проходили через это, потому что нам, как политологам и будущему поколению, это очень такой интересный момент, и в подробностях желательно было бы узнать.
А еще вопрос такой. А завтра работает Николаевский центр? Или у вас есть посещения открытые, очные, в масках, если? Да, мы открыто работаем. И сейчас, значит, реконструкция идет строительства, поэтому немножечко в таком рабочем режиме, но мы всегда открыты, двери наши открыты. Мы принимаем. Хорошо, спасибо большое. Еще раз спасибо большое за предоставленную возможность и участие. Хорошо, спасибо вам. Так, ребята, третьи курсы, вторые курсы. Андреев где? Лаптева, ну-ка, где ваше мнение, суждение? Мне интересно. Даша, ты что скажешь? Не подключается. Это говорит Дьякон Александр, третий курс, ага. Угу. Я не могу включить видео, прошу прощения за это. И насчет нашей тематики и прочего, то, что скажу, то, что действительно для нашего поколения, для ребят, которые родились в 2000-х годах, 2001, 99 и так далее, на самом деле довольно-таки сложно, опять же, рассуждать на тему того, как Якутия на самом деле изменилась и прочее, потому что мы уже росли, видели все то, что уже нам как бы было преподнесено. Ну, не на блюдечке с голубой каемочкой, конечно, но все же. Результат работы Николаева и прочего для нас это уже было реальностью и нашей обыденной жизнью. И также... Можно, пожалуйста, вопрос тоже чуток давай. сформулировать? Пожалуйста. Можно вопрос? Да, вопрос сформулировать, пожалуйста, можно вам, так, чтобы у нас... Нет, у нас же свободный микрофон репета. По теме круглого стола. У меня будет такой вопрос. Можно я задам вопрос, да, Александру Дьякону? Как вы будете праздновать День государственности? Это праздник семейный для вас или государственный? Как празднуете? В таком же формате круглых столов, скорее всего, потому что у нас в Якутии нет такого, то, что у нас сильно празднуется, у нас это в основном только официальные мероприятия, разве не так? Тех, кто празднует такое, на самом деле, важную дату, мало. Например, сейчас есть такой Новый год. Новый год — это семейный праздник, да, там друг другу дарят какие-то открытки, да? А День государственности Республики Саха-Якутия. Какие дарят открытки по WhatsApp. Группе Аймаха всегда бывают полны всяких стикеров и прочего. Мы же раньше венки возлагали же, да, каждый год к памятнику, да, Максима Амосова в этот день. Да. Завтра тоже планируется. Угу. Будет, да, мероприятие? Будет, только возложение цветов в связи с эпидемиологической ситуацией. Ага, понятно. Это мы каждый год, и студенты там, конечно, принимали участие, да, в этом торжественном возложении. Я хотел задать, да, не как задать вопрос. Меня вчера брали интервью в НВК Саха, да, по радио, и там спросили вопрос такой: историки изучают вопрос суверенитета, вопрос государственности, да, и я говорю, совсем мало времени прошло, 30 лет, да, казалось бы, с одной стороны, много, 30 лет это уже возмужалый человек, это он уже самостоятельный. Но в историческом плане, да, классической исторической науки, это должно пройти еще чуть-чуть больше времени, чтобы давать оценку. 2 поколения должно смениться, да, чтобы была история. Вообще, в принципе, считается, что 100 лет – это когда можно что-то изучать. А 50 это веха как? Да, это еще не веха. Родился историк, который бы написал о современной, это только через 100 лет. Понял. Я как раз это хотел спросить. Я хотел спросить, наши историки, получается, они будут учить тех историков, которые будут давать уже конкретную объективную оценку, да, получается? Да. 4 поколения должно пройти, ага.
Ну, может быть, 3 поколения сейчас в связи с продолжительностью жизни, да, если так увеличивается. А можно, да, подключиться? Можно. Ну, у меня такое вот предложение, да, вот сделать наши праздники действительно праздниками, поменять масштаб, да, чтобы у нового поколения было ощущение действительно, что сегодня праздник. Потому что у нас уже достаточно длительно, долгое время они, ну, рискну, да, сказать, что они рискуют стать протокольными мероприятиями. У нас есть огромное количество культурных центров, у нас есть Исхатен, да, у нас есть музеи дружбы, у нас есть иные прекрасные места. Очень хочется, чтобы в ближайшем будущем, да, вот появилась реформа данных мероприятий, чтобы они стали действительно праздниками, чтобы у них был действительно больший масштаб на уровне всей республики. Почему? Потому что сейчас растет, на мой взгляд, совершенно другое поколение. Да, мы их иногда, может быть, и ругаем, что они немножечко не другие, ну, немножко на нас не похожи и так далее. Я считаю, что надо молодежь привлечь именно масштабом празднования. Да? И очень хочется, чтобы в ближайшие 10 лет у нас из серии протокольных мероприятий превратилось в действительно масштабное празднование. Салютами, там, да, представлениями, народными конкурсами, демонстрация достижений народного хозяйства и так далее. Если, например, возникают какие-нибудь там чрезвычайные ситуации, ну, например, пожары в Андинском улусе, пожары в Татинском улусе, да, например, чтобы люди могли бы выбрать, что мне сделать, в Исхату пойти праздновать, завтра 27-го на Стачек пойти, или, например, помочь родному наследу, там, да, и так далее. У меня вот такое Так к чему такое, Петр Афанасьевич, Ну, мы же это, свободный микрофон. Я поняла. Я полностью согласен. Я поддержу Петра Афанасьевича очень. Действительно, человек выражает свою мысль. И я тоже соглашусь, наверное, Петр Афанасьевич, с тобой о том, что наши праздники, они иногда принимают очень такой характер. Нет, я не скажу протокольный, да, но он не воспринимается некоторой частью микрофона. Нормально микрофон. Все 400 на слегу. Иногда некоторая часть населения не воспринимает праздник как праздник, да. Вот. Я просто добавить хочу, вот, и поддержав Петра Афанасьевича, о том, что, допустим, у нашего, опять-таки, современного поколения, людей всех возрастов и у молодежи, все должно идти от сердца. Например, я знаю, что молодежь очень в свое время увлекалась, и сейчас увлекается или нет, флешмобом, да? Вот. Но кто рискнет, например, в это воскресенье, студенты исторического факультета, выйти на площадь и исполнить гимн? Просто как флешмоб, например. И опять же сейчас упирается все на организацию, там, кто должен, вот кто-то говорил же, что прекрасно, что нужен лидер, опять-таки, среди молодежи, да, а потом все ребята посмотрят в сторону профсоюза или еще куда-нибудь. И вот тебе и администрирование получается, Петр Афанасьевич, да, вот. Исполнилось 40 лет поколению Николаева. Преемственность должна быть. Моя студенчество было... Весной, осенью праздники были действительно, народный масштаб был. Сейчас вот этого наблюдается. И у меня есть внутренний страх, что будет, как будет праздноваться вот данное мероприятие, когда мне исполнится через 10 лет полки, 50 лет. Да? Вот смотрю на своего сына, смотрю на свою дочь, да, вот супруга рядом сидит и так далее. Вот. Я сижу с праздным настроением, там что-то у них свой зум и так далее. А вот масштаба-то нету. Риск пропадает в будущем такой. И поэтому очень хочется, чтобы действительно была реформа государственных праздников. Вот этого у нас исключительно не хватает. Пожалуйста. Можно говорить, да? Да, пожалуйста. Иванов Андрей, Полит 18. Я в этой среде организаторов мероприятий давно уже борюсь, так можно сказать. И, в принципе, эта проблема тоже очень сильно нуждается в огласке. Например, я уже несколько раз предлагал идею создать школу юного организатора, чтобы начать воспитывать тех людей, которые будут организовывать мероприятия на совершенно другом уровне, с новыми технологиями, с новыми моделями. Но пока что эти инициативы, они пока что, грубо говоря, бьются об стенку, потому что во многом
есть препятствия к реализации этого проекта, но, в принципе, считая из своего опыта практического, что нужно воспитывать больше организаторов. Лидеров республики, исходя из моих исследований и из практической жизни, много, особенно молодых. Они участвуют в различных деловых играх, начиная от игр мэр до заканчивая министром, но они реализовать свой талант в полной мере без инструментов помощи и без более масштабной поддержки детского движения, как сказать, не могут. Они не знают каких-то связей, контактов, с кем можно поговорить. И вся проблема кроется в том, что почему у нас мероприятия остаются на старом плане, со старыми технологиями, со старым музыкальным оформлением, со старым дизайном, тем, что, в принципе, в нашу республику приезжает очень мало, как сказать, российских, всероссийских, очень известных людей-организаторов. Например, эти организаторов и участников приглашают именно частные организации, то есть на частной основе. Например, мы приглашали в 2016, 2017, 2018 году Анну Фролову и ее мужа Александра, которые организуют такие форумы, как «Сообщество». Но все это происходит очень локально и очень, как сказать, с меньшим участием людей. И считаю то, что, в принципе, как предложение внести еще раз создание школы юных организаторов. Хорошо. Спасибо, Андрей. Но подытожу, деньги нужны или как? Все-таки скажи, финансовая помощь? Да, к сожалению, чтобы приглашать каких-то акторов, выступающих, гостей, нужно иметь хорошую финансовую подушку и хорошее финансовое положение. Ясно. Услышано, услышано. Так, хорошо. Еще какие мнения, ребята, пожалуйста? Есть у каких-нибудь студентов мнение? Есть. Давайте я скажу. Пожалуйста, Виталий. Слепцов Виталий, Бполит 17. Ну, тут как раз поддержу вот тему праздника, да. Тут не нужны деньги там, на организацию и так далее. Здесь просто нужно как-то привить это к факультету, чтобы мы все историки, неважно, что мы политологи и так далее, все историки взяли и сами пошли на площади, давайте все вместе всем факультетом споем гимн. Но даже Наталья вот... Анатольевна, пойдем петь гимн? Я пойду, если ты пойдешь. Ну вот, подождите, хорошо. Вот момент такой, что, ну, если взять сравнение с США, ну, вот возьму, к примеру, да, у них вот, получается, 4 июля, это же ведь Декларация независимости США. И как получилось так, что, ну, как, почему Америка здесь поступила грамотно? В том, что она привила это к культуре, как праздник, основной праздник. И формирование традиции. Да, формирование традиции. И получается, вот американцы, они вот выходят, даже неважно там просто выйти на свою лужайку и спеть гимн, там повесить флаг, и для них это грандиозный праздник, и государство к этому вкладывает все свои силы максимально. И поэтому мне кажется, что, ну, если, ну, как бы в Якутии я замечаю, что эта тема не так, не с такой прямо яростью, с таким вот ревением как бы обсуждается. Просто вот говорят, вот, да, мы приняли, вот хорошо, давайте вот круглый стол, ну, все. Дальше это никуда не идет. Ну, как я вижу, да. Ну, Поэтому... Виталий, вся эта проблема исходит от того, что многие не знают, многие организаторы и лидеры не знают каких-то новых технологий, каких-то модулей, либо других моделей по организации массовых мероприятий. Снова же. Ну вот у нас же есть День города Якутска, да? В принципе же может быть День Якутии, ну без такого длинного названия, а просто День Якутии. Почему бы нет? Ну, вот... Можно я кину тоже маленький камешек в огород празднования? Я как, может, ну, историк, может, у меня профессиональная деформация, но я считаю о том, что это идет, вот уже идет конфликт поколений. То есть, да, мы уже остро чувствуем конфликт между тем поколением, которые были свидетельством становления республики, как, ну, автономной республики, как Республику Саха-Якутия, да? Вот нами, да, например, и тем поколением, которое пришло, и уже, как было сказано, вот, да, вот, кому я задал вопрос-то про Дарья, да? Нет, не Дарья же. Как вот будет? Александра.
Это уже, коллеги, друзья и дорогие студенты, это уже показатель того, что как мы, историки, должны смотреть это как конфликт поколений. Ну, и наша задача, как если передать... потребности нет. Ага. Ну, не Нет, конфликт, а поиски какие-то. Да, соглашусь, действительно этот момент существует, но в большей степени, мне кажется, здесь могла опять же ответить Юлия Никифоровна, да, ребятам, на тот момент, что не так уж сильно это все масштабно. Ребята, вам только что Юлия Никифоровна говорила о том, что были с 90-х годов споры, о том, что все-таки, и там специалисты приезжали, да, Юлия Никифоровна, говорили о том, что понятие суверенитет для региона, который находится в масштабах макро, ну, я скажем, страны, да, какой-то, здесь есть некий конфликт позиций, да, возможно. Правовая коллизия, будем так говорить. Некая. Может это накладывать свой отпечаток, но я еще раз повторяю, если большая часть населения, если идет от сердца, если настолько культура высока и настолько этот суверенитет воздействовал на мировоззрение граждан, то эти граждане выйдут на площадь. Все-таки, я думаю, да? Но вот как раз этот показатель. Если не выходят, ну что это значит? Это означает... Значит, им хорошо. Да? Ну, ладно. Еще какие мнения есть по этому поводу? Николай Андреевич, не хотите присоединиться? Не, ну я слушаю, очень интересная беседа, очень интересный обмен мнениями. И самое главное, у вас такие яркие студенты. Ну, Максима Рязанского знаю лично, да, а вот остальных это самое впервые слышу, но тоже интересно. Но вектор пойман нашими студентами нормальный, потому что молодежь сейчас говорит о внешних формах, вот проявлениях. Мы говорим о внутреннем, о содержании, да, каком-то. А молодежь-то наша смотрит формат, и они правильно акцентируют внимание на том, что как это все. Кстати, Петра Афанасьевича я тоже отношу к молодежи, потому что он поднял этот вопрос, это правильно, потому что обратил внимание на то, что, в общем-то, форма должна соответствовать, наверное, масштабному содержанию. Я правильно понимаю, да? Вот в этом есть. Уюсхан, а у вас кто что-нибудь скажет, нет? Педагоги мои, учителя будущие, ну-ка. Ну, я думаю, то, что надо сначала Уюсхан, можно видео? Извини, дорогой. Можно видео? Я хочу видеть твои глаза. Есть? Извините, я через компьютер сижу. Ну ладно. Веб-камеры. Да-да, давай, говори. Ну, я хотел сказать о том, что надо сначала привить молодому поколению то, что это действительно праздник. Потому что сейчас очень много всего происходит, все очень сумбурно, каждый день праздник. Очень много действий происходит, и некоторые моменты, может быть, утихают в этом общем плане. И думаю, то, что вот соглашусь с Андреем и Виталием, то, что надо какие-то новые методы создать, сделать, чтобы мы, молодое поколение, уже в душой понимали то, что такое суверенитет. Хорошо сказал. Молодец. Ну, наша беседа продолжается уже 2 часа. Ой, я чувствую, что мы можем, как говорится, да, продолжать еще дольше. Вот, но в завершении давайте все-таки предлагаю завершить нашу встречу. И в завершении я хочу сказать, что вот Михаил Ефимович очень интересовался вот сегодняшней нашей встречей. Вот обязательно я ему позвоню и передам содержание наших бесед. Скажу, что вот очень большой состав участников, вот, и очень интересные вопросы. Вот, и, конечно, все-таки декларация о государственном суверенитете, с момента принятия которой прошло 30 лет без одного дня, это был документ своей эпохи, да. И, конечно, все-таки с точки зрения историка, как вы отметили, да, действительно прошло совсем немного времени,
и историческая оценка будет дана учениками вот нынешних студентов или учениками их учеников, да? Но я считаю, что студенты, участвовавшие сегодня в нашей беседе, надеюсь, вы восприняли дополнительную информацию и еще раз прочувствовали вот роль и значимость объявления Декларации о государственном суверенитете для народа республики, для поднятия его духа, для развития культуры и для экономического развития республики. Спасибо. Спасибо, Николай Андреевич. Но можно мы тогда от имени факультета и от имени всех студентов, во-первых, поздравим Михаила Ефимовича Николаева. Вы передадите ему, пожалуйста, от нас вообще в целом с праздником. Да? Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что наш факультет сегодня тем, что провел этот круглый стол, мы выражаем уважение той эпохе и тому поколению, и всем конкретно депутатам, пусть, к сожалению, сегодня тоже не подошедшим, да, к нашему эфиру, уважение за их деятельность, за их работу и за тот результат, который они, в общем-то, сотворили для нас и в целом для истории Якутии. Ну что ж, я думаю, что на этом мы можем завершить, да, наш круглый стол. Ну, всем большое спасибо за участие. Спасибо. Наталья Петровна, спасибо вам. Дальнейшее сотрудничество. Да, до свидания. 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 Айтал Игоревич. Да. А вот мне кажется, да, что если вот праздника нет, и он не состоялся же, да, получается, что это вот упущено было в предыдущем поколении. Где-то, может быть, в Татарстане празднуют вот это дело? Не заложено Там именно традиции. Где-то в 90-е, в нулевые люди этого не сделали, а молодежь-то что, они должны были потом подхватить это, да? Пусть Нет, в новых формах. Праздник-то есть, Ольга Афанасьевна. Вот как раз именно молодежь говорит о новых форматах. И они не видят тех традиционных, которые вот мы делаем гуляния, да, делаем торжественное заседание, встречи. Ну, сейчас пандемия, конечно, еще сложнее, наверное, да, но возложение цветов, это наши традиционные же вещи, да. Можно же было выходить на улицу там с флажками, я не знаю, гудеть в клаксоны, может быть, стрелять в небо из ружья. По закону так нельзя. Не, я шучу, конечно. Да, я шучу тоже. Да, вот этих традиций, они не были заложены в 90-е нулевые. Видимо, как-то вот этот момент был упущен. Я все же думаю, что все-таки, вот знаете, ребята, конечно, говорят о внешнем формате, но думаю, все-таки содержательная часть. Ведь для них праздник оказался только, ну, в первую же очередь, они в формате говорят, да? Вот. Потому что они воспринимают все как должное, все, что сейчас есть. Да. Для них это должное. Есть опасность, что это как бы развлечение очередное немного, но как будто бы это опасность, риск такой, да? И сейчас каждый праздник будет соревноваться по формату своему. Но все-таки я настаиваю на том, что задача, наверное, нас, учителей, преподавателей, сотрудников музеев, архивов, библиотек, наверное, вот как раз-то комплексно все вместе как-то вот именно воспитывать вот эту вот сначала внутри качественное, да, содержание. Ну, правильно, у нас сегодня круглый стол этому был и посвящен, информировать, постоянно информировать, как это было, постоянно, значит, изучать и показывать новые страницы того события, которое там происходило. Правильно, и вот народ уже создает традиции, а традиции, они бывают обычно очень такими, несложными, простыми. Александра там ответила на мой вопрос, как ты будешь праздновать День государственности? Она сказала, отправлять открытки по WhatsApp. Видите, мы с вами говорим о том, праздник, как, я как историк повседневности отмечаю, да, то, что праздник, он уже в смысловом и формальном плане, он уже переходит в цифровую среду, может так сказать.
Ну, ковид еще к тому же. Тот факт того, что... С другой стороны, надо курсовую работу написать про WhatsApp поздравления, между прочим. Это тоже интересная вещь, потому что для того, чтобы перегнать эту информацию по WhatsApp, в принципе, тоже нужно внутреннее побуждение, правильно, от человека? Да. Вот, это Да. очень интересная вещь. Психологически, как-то так, да, Наталья Петровна? Активно проявлять. Вот я присоединюсь полностью с тем моментом, что это должно идти от сердца, от души, понимая, что действительно значимость этого дня, а не только вот, ну, да, и если внутри есть содержание, в сердце это есть, да, в своем вот понимании, кто мы есть такие, да, мне кажется, тогда и внешний формат, он будет как-то проявляться, развиваться и проявляться как-то корректно, а не так вот, как, ну, что-то вот сделали и посоревновались, и все, да. Дело в том, что вот и уроки государственности, которые мы проводим, не очень в таком широком формате, да, но вот близ лежащих школах и в Кангаласском улусе, вот они, конечно же, проявляются. Дети, они выступают, например, да, им это нравится. А что касается студенчества, то я полностью поддерживаю тот формат, который они сами вот активность такую хотят же проявлять, да, общественные организации вот эти, их нужно каким-то образом вот так вот, ну, уважительно к этому и применительно к нашему времени. Ну и при открытии нового здания, вот в 2007 году Михаил Финч сказал такие слова, что историю надо читать не только глазами, но и своим сердцем. Да? Если это будет восприниматься и пониматься людьми, детьми, а историки – это наш флагман, это вот те люди, которые передающие наше познание в истории, мне кажется, и на такие учреждения, как Николаев-центр, Национальный архив, Национальная библиотека, вот это вот кладезь того, что, значит, должны держать. И я очень рада такому вот широкому общению, что студенты подключились и преподаватели исторического нашего факультета с интересом, и до сих пор вот мы смотрим, сидят, смотрят, да, так что это вызывает отклик и очень хороший, позитивный. И я надеюсь, что это вот первое наше начало таких вот больших, не то что мероприятий, да, а вот действительно чувственного такого душевного разговора о нашей государственности. Спасибо всем. Я еще раз поздравляю с этим праздником. Как бы то ни было. Давайте мы все друг друга поздравим. Давайте завтрашним днем поздравляем. Всех поздравляем, да. До свидания, Наталья Петровна. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Все, выходим. До свидания. Выходим, ага. Пока у нас есть время. Предлагаю... Наталья Петровна уже... Да, я слушаю, ага. Надо было Наталье Петровне предложить... вот Наталья Петровна здесь, да? Да. Мы организуем совместный конкурс открыток ко Дню Республики. Вот у нас исторический факультет, мы будем оценивать открытки для школы. Давайте, да, замечательно. Вот содержательно оценим, да, вот, и как бы в этом плане. А еще, Наталья Петровна, я думаю, вот это поддержим. Это, Игорь, совершенно конечно. Очень вот. хорошее. А еще, вот смотрите, вы же архив, библиотека, можно вообще ребят узким кругом, вот ребят именно Ольги Афанасьевны, собирать по изучению какого-либо такого исторического одного документа. Вот взять какой-то указ, да, и вокруг этого указа, в общем-то, посмотреть, как люди, какие отношения были, как этот документ принимался, как он звучит, сколько там контекстов внутри, аспектов есть в этом документе, и какое следствие, в общем-то, имело принятие этого документа. Да? Было бы тоже интересно, например. Такой маленький круглый стол, например, сделать, но зато будут знать конкретные факты, да? Люди, историки, в первую очередь, наши студенты. Не так ли, да, Николай Ильич? Да, полностью поддерживаем. Тот же самый, например, стенографический отчет, то, что как принималась декларация, это, значит, 25-го обсуждали наши депутаты, 26 сентября, 27 сентября утром, заседание утреннее и заседание вечернее. Все это кто что говорил постатейно, все это сделано, у нас все хранится
все это есть. Поэтому, когда вот готовимся и к выступлениям или что, обязательно вот этот вот отчет стенографический, это золотая книга, для того, кладезь, для того, чтобы вот узко изучать это, а потом расширять. И вы как историки, как преподаватели вот высшего учебного заведения, вы правильно же подмечаете, да, обязательно должен быть вот такой вот круг. Так что я еще раз скажу таким образом, что есть у нас мост мы, значит, сделали такой, но пусть вот в таком формате, а сейчас, значит, пусть обязательно пусть приходят наши студенты, они же сами даже предложили, что придут. Открыт ли Николаев центр? Он открыт. Хорошо, спасибо. Вот. Ну, ребята, конечно, сегодня не рискнули некоторые вопросы задать. Да, Ольга Афанасьевна, знаете, какие? Например, почему досрочно была закрыта вообще в целом деятельность депутатов 12-го созыва, например. Это тоже отдельная часть истории, между прочим. Но вот такой день, наверное, мы особо, ну, кто-то, наверное... Ну, сейчас много можно вопросов задавать, да, вот по этой теме, на самом деле, да? Да. У нас сложная эпоха. Ну, мы так решили, что пусть это будет праздник. Мы будем говорить о достижениях, о том, что было сделано именно в тот момент, в тот период, какие последствия, хорошие, позитивные, так вот решили. Я думаю, это правильно. Да, но из всех созывов, конечно, вот этот 12-й созыв, он очень значимый, очень. Это, конечно, просто уже, мне даже кажется, что это очень героическая история на самом-то деле произошла, да? Ну вот смотрите, историческую работу, наверное, мы пока еще писать не можем же, да? Нет, пока не. или уже, наверное. Вот отдельных документов, история отдельных документов, принятие вот каких-то маленькие вот такие аспекты в части архивных каких-то вот таких документаций можно смотреть, мне кажется, уже. Вот. А вот политологическую работу, в принципе, можно, это не возбраняется. Ну, можно. на уровне студентов можно вести. Да, это Игорь? Можно. Так что будем думать. Да. Например, тоже можно исследовать вопрос. Мне вот декларация заинтересовала, которая у нас в архиве хранится. Это здорово. Что можно посмотреть. Даже вот празднование, да, вот праздник, празднование. Вот, празднование. Тема республиканских праздников – это отдельная же тема. Потому что у нас... То есть можно по-разному подходить к вопросам, но чтобы давать такую государственность Якутии, да, вот через 70 лет, 100 лет, да, вот это да. Хорошо. Ну ладно, Наталья Петровна, спасибо, что вы нам дали еще поговорить, возможность, потому что мы тоже работаем дистанционно друг с другом, не видимся иногда. Айдар Игоревич, последний вопрос. А сколько у нас студентов было? Мы посчитали? Нет, сколько было у нас сегодня? 57 было. Примерно 50 где-то человек. 50 человек. Ну, да, это наши ребята, политологи подошли. 45 студентов было вроде. Ну да, очень. У нас общую цифру, я говорю. 50 поняла. Это хорошо, это хороший такой, это широкий круг у нас получился. Именно. Когда я выступала, можно я еще добавлю, потому что Наталья Петровна, может, еще хотела бы узнать, да, я факты не сказала. Помните, когда говорили про рейтинг, и коллегам тоже хочу сказать, есть такой рейтинг Times Higher Education, по-моему, Universities Ranking, да, вот это рейтинг, в который попали только 1500 университетов мира, 1500 где-то, да, и получается, из России попали только 48 вузов, 48, а всего в России, например, свыше 700 же у нас вузов, да, где-то, 780 вузов, да, вы понимаете, 48 вузов, и среди них, по-моему, 17-м номером идет как раз Северо-Восточный федеральный университет. И вот мы впервые попали вот в такой рейтинг, и вот это я просто хотела чисто исторически это сказать, потому что голословно тоже не очень хорошо получилось вначале, да? Вот, хорошо. Я считаю, что 90-е годы, которые пробудили в нас наше национальное самосознание, и в том числе государственный наш суверенитет. Если я пафосно говорю, то историки меня поправят, но мне кажется, именно вот в эти годы мы почувствовали себя вот действительно, вот откуда мы родом. Потому что, ну как,
если вот не для широкой публики это будет сказано, да, и когда мы проводим вот такое локального чисто такие праздники, да, значит, ну, детей там с флагом и так далее, но они как-то вот со вдохновением, воодушевлением к этому относятся, да, и мне кажется, вот праздник, в принципе, может получиться, да, так что еще раз с нашим Днем государственности, хотя вот на посту у Барамыгина Климент Егорович Иванов сказал, что мы почему-то вот этот день превратили... Дети же путают, вот молодое поколение, День республики, День государственности, где государство, где республика, вот так вот, да? 27 апреля, например, День республики, а 27 сентября – это День государственности. А в начале статьи, вот, например, вчера я проводила урок государственности десятиклассников, да, вот в нашем Актемском наследии, и, между прочим, они прочитали вот эту статью, вот этот пост Николая Барамыгина, да, и там же написано Климентом Егоровичем Ивановым, что 27 сентября мы превратили, ну, вот как бы День государственности, да, ну, почему нет, и вот вокруг этого тоже разговор был. То есть молодое поколение интересуется, молодое поколение хочет знать, и они хотят еще и воссоединения в виде праздника, да, поэтому мы, наверное, не наверное, а мы должны это как-то сделать, вот действительно, ну, фундамент этому заложить. Все, спасибо. Все, спасибо. До свидания всем, вот теперь точно. До свидания, коллеги. Спасибо всем за работу. Праздником поздравляем.